Все. Все, видео пишется, запись идет. Так, мы продолжаем тему. Давайте мы пройдем следующую порцию хакасских глаголов. Сейчас я покажу экран, переключаюсь на мой рабочий стол. Переключаемся. Так, скачать. Сейчас, подождите, у меня... Так, сейчас, подождите. Почему-то у меня требует сейчас скачать приложение. Да, мне не нужно. Так, скажите, рабочий стол мой в Вине? Нет? Так, сейчас, подождите секунду. Тут, видимо, программа обновилась, потому что я сегодня не проверял, поэтому он требует установления программы для видеокамеры. Давайте сейчас, подождите, я приложение быстро установлю. Может быть, придется из комнаты даже выйти. Ну, посмотрим сейчас. Почему-то видеокамера у меня не срабатывает. Сейчас, подождите. Ага, все. Так, отпишитесь, пожалуйста, вы видите мой рабочий стол? Вот сейчас я буду показывать вордовский документ, тексты. Ну, по-моему, должны видеть. Так, все, вордовский документ видите. Давайте сегодняшнюю тему урока мы обозначим как местоимение первого лица мин и плюс глагол в настоящем времени. По сути, мы пока держимся в этой же теме. Вы заметили, наверное, что пока на другие местоимения я не перехожу. И все, мы работаем с системой настоящего времени. Ча-че, допустим, да. И дальше мы просто нарабатываем лексику. И вот эта конструкция мин, первое лицо местоимения, да, единственного числа, плюс глагол в настоящее времени. Давайте продолжим. Теперь смотрите. Дальше. Хайдах тогысты истенчезин. Это вопрос. Переводится. Хайдах какая? Хайдах какая? Тогыс работа. Тогысты на работе. Та это аффикс места. На какой работе? Истен буквально работай, трудись, истенче трудится, истенчезин ты трудишься. Ну и вот вопрос звучит таким образом. На какой работе ты трудишься? Это второе лицо истенчезин ты трудишься. И ответы, варианты ответа я подобрал те глаголы, которые имеют отношение к какой-то специфике труда, ну, к деятельности, иначе скажем, да. И давайте первый вариант. Хабар газета да тогынчам. Понятно, что мин. Можно сказать мин, хабар газета да тогынчам, но еще раз говорю, что тогынча в настоящем времени, настоящее время, это аффикс первого лица, именно мин. Поэтому можно употреблять глаголы без мин, и понятно, что это все равно первое лицо. Хабар газета да тогынчам. Я работаю в газете Хабар. Дальше. Хайда тохчазым, хайда стенчазым. Магазинде садыр ичем. Магазинде, понятно, да, де, аффикс места. В магазине садыр. Садыр буквально продажа, торговля. Ит, чем делаю. Ит делай, и че делает, и чем я делаю. Буквально переводится я делаю торговлю, да, в хакасском языке. Магазин да садыр и чем. Ну, по-русски торгую в магазине, да, или делаю продажи в магазине. То есть я работаю продавцом. Смысл, что я продавец в магазине. Дальше. Хайдах тохсте стенчезом. На какой работе работаешь? Я опять вопрос повторяю. Туралар пютршем. Туре дом. Ларлер, если помните, это множественное число. Туралар дома. Пюдр буквально строй. Пюдршем я строю. Я строю дома. Туралар пюдршем. Дальше. Кызылерны имнепшем. Кызы человек. Лер множественное число.
ны человеков буквально или людей. Имне лечи, имне пщем я лечу. Лечу людей. Смысл работаю врачом. Кзелерна имне пщем. Дальше. Ахше санапщам. Ахше деньги. Сане буквально считай. Санапщам считаю. Считаю деньги. Смысл работаю бухгалтером. Да, считаю деньги. Вот в хакасском языке есть профессиообразующие аффиксы, но об этом мы поговорим потом. Допустим, вот эти же вещи можно сказать мин имже бин. Но тут другая категория местоимения, поэтому пока мы об этом говорить не будем, мы сейчас рассматриваем глагол. Да? И поэтому через действие мы обозначаем то, чем человек занимается. Ахшел санапщам, считаю деньги. И смысл, что да, я работаю где-то бухгалтером. Да? Эстес тогазан апаршам. Эстес буквально расследовать, следовать, что-то выяснять, допустим, да. От слова след. Это след. Эстес узнавание следа, допустим, да. Тогаз работа. Апаршам веду. Апар веди. Апаршам веду. Я веду. То есть веду следственную работу, буквально переводится, да, тогда. Ну, работу следователя имеется в виду. Дальше. Ну, тут знаете, вот стестозна пашам, тут не обязательно следователь, да, тут не совсем профессия, образующая деятельность, но иногда некоторые журналисты, предположим, они ведут расследование какого-то дела, да. Вот он может сказать, я занимаюсь расследованием. Что-то, да, эстес, то есть что-то расследую, тогазна пашам, веду работу по расследованию. Это может быть журналистское расследование или какое-то, да, другое расследование. Сыннахтаг и чем. Сыннахтаг буквально проверка. И чем, теперь вы должны знать, да, вот садых и чем делаю продажу, сыннахтаг и чем делаю проверку. Сыннахтаг и чем что-то проверяю. Пока не совсем, допустим, понятен контекст, вот именно какой деятельностью он занимается. Это может быть экономическая проверка, это еще чего-то, в общем, что-то и проверяю. Чем-то занимаюсь, проверкой чего-то, да. Тельбак салшам. Тельбак буквально танец. Салшам буквально ложу. Вот. Это тельбак сал, на самом деле, это один глагол, это танцевать, тельбак салшам, танцую. Это сложный глагол, но вот этот сал, он выступает как модификатор, мы потом поговорим о сложных глаголах. Пока запомните, тельбак салшам пишется отдельно, но это один смысловой глагол, танцую. То есть человек как бы работает хореографом. Дальше, агастан узаншам. Агас дерево, агастан деревом буквально. Или с деревом узан мастерить, от слова ус, мастерство, узан мастери, узанчам я мастерю. Буквально дерево мастерю, если вот так переводить буквально. Но смысл, работаю с деревом и привожу в какой-то такой творческий вид, да, вот это дерево. То есть я обрабатываю дерево, мастер по дереву, мастерю дерево. Я тут как бы не совсем удачно, может быть, да, но это дословный перевод. Агастан узанчам, то есть я работаю с деревом, мастер по дереву. Хостер хостапшам. Хос это рисунок. Хостар рисунки, множественное число. Хосте рисуй, хостапшам я рисую. То есть рисунки рисую. Ну, в общем, деятельность связана с профессией художника. Хостер хостапшам. Сарнар сарнапшам. Сарн песня, сарнар множественное число, песни, сарнар сарнапшам пою песни. Сарна пой, сарнапшам я пою. Я песни пою. Театр да уйнапшам. Театр да, надеюсь, уже теперь вам ясно. Да, это аффикс места. Театр да в театре. Ойне буквально играй. Уйнапшам играю. Играю в театре. Смысловое назначение работаю артистом, да, то есть я играю, ну, в общем, участвую в театральной деятельности, играю в театре буквально, да, театр да уйнапшам, ну, артист. Школа де угречем, школа де, тоже понятно, уже в школе. Угрет буквально обучай, учи, угречем я обучаю, я учу.
Я учу в школе, обучаю в школе. Ну, смысл понятен, что он работает учителем. Вот эти вот глаголы, надо будет их запомнить. Ну, желательно в этих же фразах, которые вы сейчас здесь видите, да. Садр и чем, педрщем, ну и так далее. В общем, смотрите видео, потом уже я выставлю вот это видео обязательно. Так, ну и теперь переходим к следующему разделу. Давайте опять мы почитаем нашу газету «Хабар». Я как бы, знаете, сейчас галопом по Европе, грубо говоря, вот бегу. Ну, смысл какой, что вы можете всегда прокрутить видео уже при просмотре, при домашнем просмотре, и всегда можете уже, чтобы запомнить фразы, основная задача ваша запомнить фразы. И прокручивайте несколько раз, может быть, повторяйте за видео, да, за голосом. В общем, ваша задача заучить вот эти 11-12, по-моему, глаголов с фразами. Наверняка у вас там есть какой-то... Так. Да, вот прошлое занятие видео я, видимо, не выставил. Неужели я не выставил? Ну, выставлю обязательно. Так, ну, в общем, теперь идем читать хабар. Так, поэтому мы, кажется, эту тему мы не разбирали. Кургеннерный терен стесшиллер. Небольшое сообщение было посвящено 75-летию Хатнияли. Ну, теперь мы сейчас увидим, каким образом они дали сообщение. Вы увидите тут людей, которые сфотографировались у стен Хатнияли. Это Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. Давайте поехали. Кургеннерный терен стесшиллер. Курген. Курган. Кургенер. Курганы. Кургенерны. Курганов. Да. Тирен глубоко. Стес. Это слово теперь вам знакомо. Стесшиллер. Исследуют. Кургенерны. Курганы глубоко исследуют. По неделеде Хатниялинің шитон пис шылына шарыдылған пайрымның мероприятиелер ирчелер. Эди, шибіргі пис сентябрьде Хакасияның ученыйлары 2019 жылының археология тоғызының салтырын иткеннер. Пүл археологтар пи пазы ағбын пілтірі аймақтарындағы күргеннеріні істескенер. Пи аймандағы, кербі алхырындағы күргеннерді ученыйлар кізі шұртан орын тапалғанар. Андағы шылғын немен оларыны ученыйлар амды тирен істезерлер. Ағбын пілтірі айманда ең көп күрген санылша. Анды істезік тоқстары келчеткін шылды узарыдылар. Вот такой вот текст. Ну, давайте переводим. По неделе, неделя, неделя. Это аффикс места. Пу – это. На этой неделе Хатниялинның. Так, что на этой неделе? Давайте мы сначала глагол разберем. Ирчелер. Ирчелер, теперь вы понимаете, что это глагол настоящего времени. Ирче буквально проходит. Ирчелер проходят. Что проходят? Мероприятие лер. Мероприятия. Лер аффикс множественного числа, уже вы должны помнить. Мероприятие ирчелер проходит мероприятия. Какие мероприятия? Пайрымных. Пайрым это праздник. Ну, может быть, это слово знаете, байрам, да? Пайрам праздник, пайрымных праздничные мероприятия проходят. По неделе, да, перевели на этой неделе. Какие? Вот. Хатниялинның. Принадлежащие Хатнияли, буквально вот этот аффикс ны, принадлежащий Хатнияли, да. Хатнияли и, вот, да. Щитон пис шылына. Шылы год, шылына году. Шарыдылган, посвященный. То есть получается на этой неделе, посвященный 75-летию праздничные мероприятия проходят. Это я буквально перевод сделал. Дальше.
Идейші 1 сентябрьда Хакасияның ученыйлары 2019 жылының археология тоғызының салтырын иткенер. Опять глагол салтырын иткенер, сложный глагол. Салтыр буквально результат. Иткенер делали результат, да? Результировали. Что они результировали? Что они выводы сделали? Тоғыз работа, тоғызның работу. Какую работу? Археологию. То есть археологических работ сделали результаты, собрали результаты. Какие результаты? Ученые. Так, ученые. Какие ученые? Ученые Хакасии в 2019 году шылның археологическим работам археологи тоғызның салтарларын иткенер. То есть подвели итоги. Переведем, да. Итак, иди, так переводится. Так, 25 сентября ученые Хакнияли в 2019 году, надо подразумевать проведенных работ, археологических, подвели итоги. Итак, пүл археологтар пи пазы ағбын пилтері аймақтарындағы көргендерін істескендер. Истескендер вели расследование буквально, на самом деле производили раскопки. То есть они как бы исследовали. Что исследовали? Кургенерны, курганы исследовали. Кто исследовал? Археологи исследовали. Когда? Пүл в этом году. Пүл археологтар в этом году. Теперь исследовали курганы где? Ағбан пилтері это Усть-Абаканский, что аймақтарындағы в Усть-Абаканский. Вот тут два района приводятся. Пи это Бея, Пазы это соединительный союз И. Бейского и Усть-Абаканского районов аймақтарындағы курганы были исследованы. То есть, еще раз давайте. В этом году археологи в Бейском и Усть-Абаканском районах курганы исследовали. Идем дальше. Пи аймандағы кирбі ал-хыриндағы көргенлерді ученыйлар кізі жұрттан орын тап алғандар. Итак, тап алғандар. Тап ал буквально переводится найди. Тап алғандар нашли. Что они нашли? Орын. Место нашли. Орн место переводится. Какое место? Кзе шуртан. Шуртан место, где жили. Вот это шуртан жития. Кзе шуртан. Кзе переводится как человек. Место, где жили люди. Так. Тап алғанар кто? Ученыйлар. Ученые нашли место, где жили люди. Где они нашли место? Кургеннерде, в курганах. В курганах каких? Хриндағы. Хринде, находящийся рядом, около. Около чего? Кирбы ал. Ал деревня. Деревня Кирба. Пи аймандағы. Бейского района, или принадлежащий Бейскому району, в деревне Кирба, около деревни Кирба, в курганах ученые нашли место, где жили люди. Дальше. Андағы шылған неменоларны ученыйлар амды терін истезерлер. Истезерлер. Это будущее время. Будут исследовать. Кто? Ученыйлар. Ученые будут исследовать. Будут исследовать как? Тирен. Глубоко. Тирен глубоко. Амды. Сейчас переводится. Сейчас глубоко будут исследовать. Итак, ученыйлар амды тирен истезерлер. Ученые глубоко, сейчас глубоко будут исследовать. Что они будут исследовать? Неменоларны. Немено это переводится как вещи, которые находились вот в этом кургане. Неменоларны всякие разности вещи. Неменолар. Андағы шилган. Вот андағы, анде там, андағы в тамошнем, как-то так грубо я перевел. Шилган собранный. Вот эти вот там собранные всякие вещи
их много, там разнообразие вещей. Ученые теперь будут глубоко исследовать. Ахбан пильтер айманда инкёп курген саналча. Опять саналча считается. Саны считаем, мы давче вот это слово проходили. Теперь саналча считается. Что считается? Курген считается. Курген это курган. Считается курган, да. Көп много. Ин очень много. Ин көп очень много. Курген саналча. Курган считается. Где? Ахбан пильтыры. Мы уже теперь знаем усебаканский, да. Айманде это в районе. В Усебаканском районе самое большое количество курганов насчитывается, считается саналча, подвергается счету, можно так перевести. Вот. Дальше. Анде истезик тохстары килчеткан чылда узарадылар. Узарадылар будут продолжаться. Что? Тогстары работа. Тогс работа, тогстары эти работы будут продолжаться. Когда? Кильчеткан чилда. Кильчеткан в приходящем, наступающем. Шл год, д в году. Получается, кильчеткан чилда переводится в наступающем году. Будут продолжены узарадлар тохстары работы. Работы в наступающем году будут продолжены. Какие работы? Истезик тохстары. Истезик тохстары исследовательские работы. Ну и анде переводится как там. Там исследовательские работы в наступающем, приходящем году будут продолжены. Вот такое короткое сообщение было по переводу. Ну вот еще раз говорю, что на видео потом вы посмотрите само чтение. Ну, я сначала постарался читать по словам внятно, чтобы на слух можно было разобрать на видео, потом можно будет пересмотреть и переводы тоже. Ну, здесь ваша задача, где слова запомните, не запомните, но воспринимать контент, скажем, вот хакасских предложений. Пусть пока сумбурно, но тем не менее у вас должно быть представление хакасских текстов, как они пишутся, вот примерно. Основная же задача, конечно, пока ваша, вот самая первая, это запомнить вот эти вот глаголы настоящего времени. Еще раз, задача вот нашего урока это местоимение и плюс глагол настоящего времени. Это основная задача. А текст это просто для общего развития, чтобы вы понимали, какие могут быть предложения в хакасском языке, как они строятся примерно. Ну и давайте третий раздел мы сейчас повторим, не повторим, а я вам предлагаю еще тут хакасские загадки. Дело в том, что загадки мышления, это все равно относится к культуре мышления хакасского народа. Вот таким или иным образом. Мы сейчас разберем пару загадок, да. И тоже, может быть, запомните, может не запомните. Ну, тоже смотрите. Шюзельдей апсах шюсхоин чит полбинджа. Это загадка. Шюзельдей это имя старика. Апсах старик. Старик по имени Шюзельдей, буквальный перевод. Шюсхоин чит полбинджа. Чит полбинджа не может догнать буквально. Чит полбинджа достичь не может, догнать не может. Что не может догнать? Хоин. Овцы. Шюс 100. 100 своих овец. Вот так переводится вот эта вот вторая нижняя фраза. И вот получается, Шюзельдей апсах, старик Шюзельдей, Шюс 100 своих овец догнать не может. Вот, вот эта загадка, что это такое? И ответ талган хорганы. Талган это талган по-русски, теперь это слово есть, талкан некоторые говорят. Хорганы, хорарга. Буквально вот, я даже не знаю, как по-русски сказать, вот честно сказать. Хорарга, в общем, когда прожаривается зерна ячменя или ржи. Рожь, да, обычно вот талганы вот из этих вот продуктов, из этих зерен делается. Вот и когда есть в чаше, она нагревается, эта чаша, и поджаривается. Вот поджаривание, правильно, поджаривание хорганы, зерен для талгана. Вот этот процесс и загадывается. Вот тут перевод есть. Старик Шюзельда из отары своей не может опять 100 овец догнать.
Ну вот здесь перевод он сделал более такой литературный, а я же вам пытался, в общем, донести саму структуру дословного перевода, чтобы вы понимали, как строится логика именно хакасского языка. Это, конечно, старик Чузельда из Атара своей не может опять 100 овец загнать, это уже логика русского языка, понятно, да? Ну, в общем, вот эту загадку тоже запомните. Чузельда и апсах, щусхой, значит, полбинджи. Можете загадать, допустим, да, каким-нибудь, не каким-нибудь, но хакасам, которые как бы знают язык, да, могут отгадать или не отгадать. Ну вот сегодня, вот на сегодня вроде пока все, что я намечал. Где-то у нас полчаса времени, почти полчаса времени прошло. Сургулар парба. Может быть, какие-то предложения будут. Я следующий урок, предыдущий урок, я вот так думаю, что я их выставлю. Неужели не выставлю? В общем, посмотрю. Так, ну, знаете, вот, конечно, я не скажу, что я вот такой идеальный какой-то учитель. Правда говорю, я на самом деле вот не хочу сказать, что у меня методика хорошая или методология хорошая, но моя основная задача как бы дать импульс к самостоятельной работе больше всего. Задача, чтобы как-то вот через кого-то хоть какое-то было минимально, пусть было какое-то объяснение или понимание или пояснение. Вот пока 3 такие блока. Сегодня у нас были краткие фразы местоимения, плюс глагол настоящего времени, предложения из реальной газеты, да, из сообщения, ну и хакасские такие загадки. Так, сургулар парба. Я уже не перевожу. Сургулар парба должно уже знать. Я специально быстро еще говорю, чтобы как бы, потому что на каждом занятии я это слово повторяю много раз. Так, сургулар, шоугал. Ну давайте вот это видео я сегодня выставлю. И выставлю в YouTube и вот в группу Фейсбука. Че алгыс пулзым килгеннер үшін. Килгеннер үшін. Кил это приходи, килген пришел, килгеннер за то, что вы пришли. Үшін за. Килгеннер үшін. Давайте вот я сейчас пропишу. Алгыс ползым. Так. Килгеннер үшін. Алгыс ползым килгеннер үшін. Ну, вроде бы правильно написал. Так. Ну, вот так звучит эта фраза. Алгыс ползым килгеннер үшін. Че аным жоқтар пазы туғасханжа. Туғас шабыз таңды тоқс шасты. Туғас шабыз встречаемся. Таңды завтра. Тоғыз шаста. Тоғыз 9 шаста в 9 часов. 9 часов. Встречаемся завтра в 9 часов здесь же, в этой комнате. Было бы хорошо, если бы вы приглашали других людей. В принципе, можно даже сейчас приглашать. И я думаю, что они будут вливаться понемножку. И потом уже кто-то не досмотрел предыдущее занятие, могут уже досматривать. Че алгыс ползым таңдағы жетірі. До завтра. Пазы тоғасқанша. Таңды тоғыз шаста. Завтра в 9 часов. Че аным жоқтар.